Японская карикатуристка собирается опубликовать сборник рассказов узников концентрационных лагерей. Японская писательница и карикатуристка Томоми Симидзу продолжает знакомить японцев и международное сообщество с положением уйгуров в Восточном Туркестане в форме романа-карикатуры, известного как манга, основанного на показаниях свидетелей концентрационных лагерей. Гулистан Ханум, активистка из Японии, является одной из тех, кто помогал Томоми собирать необходимый материал и свидетельские показания бывших узников китайских лагерей политического перевоспитания. По ее словам, работы японской художницы оказали влияние на положение уйгуров в Японии и других частях мира, а также восполнили пробел, который ощущался во время митингов и акций протеста. Карикатуры госпожи Томоми начали использоваться в качестве справочного материала. Она получила большое количество положительных отзывов после публикации своей первой книги под названием «Пережитое мной. Свидетельство уйгурской женщины». Главной героиней рассказа стала бывшая узница Мехригуль Турсун. Томоми Симидзу сообщила, что была шокирована при просмотре правдивых и подробных видеосвидетельств Гульбахар Джалиловой в октябре 2019 года. По словам художницы, в ходе работы над рассказами свидетелей китайских концентрационных лагерей ее поразили свидетельства Гульбахар Джалиловой, которая запомнила имена и истории более 200 узниц. Томоми отметила, что сборник карикатур выйдет в октябре. Работы госпожи Томоми на уйгурскую тематику были переведены на английский, турецкий, итальянский и французский языки. США запретили импорт хлопка и томатов, производимых в Восточном Туркестане. Правительство Соединенных Штатов рассматривает вопрос о запрете хлопковой продукции Китая, произведенной в Восточном Туркестане. Нью-Йорк Таймс процитировала 3 высокопоставленных чиновников, которые сообщили, что запрет вступил в силу 8 сентября. Отчеты и исследования относительно нарушения прав человека в Восточном Туркестане показали, что китайские власти задержали миллионы уйгуров и казахов, принудив их работать на фабриках, хлопковых полях и предприятиях по производству текстильной продукции. Предполагается, что основной причиной такого решения послужила обеспокоенность международного сообщества по поводу принудительного труда в Восточном Туркестане. Нью-Йорк Таймс сообщила, что запрет, получивший название «Ордер на временную приостановку», был издан Службой таможенного и пограничного контроля США. Если таможня и пограничная служба признает, что изделия из хлопка были произведены трудовыми узниками, то соответствующие товары должны быть реэкспортированы или уничтожены в соответствии с законом. Ранее агентство ввело строгие ограничения для отдельных компаний, подозреваемых в использовании принудительного труда. Восточный Туркестан – главный источник хлопка, текстиля, нефтехимии и других продуктов для китайских предприятий. Многие мировые бренды полагаются на цепочку поставок из Китая. 1/5 часть всей хлопковой одежды, продаваемой в мире, приходится на долю Восточного Туркестана. Данный запрет может привести к переносу производства крупных международных компаний, занимающихся пошивом одежды в такие страны, как Вьетнам, Бангладеш и Индонезия. Президент Франции осудил репрессивную политику Китая в Восточном Туркестане. Эммануэль Макрон направил французским депутатам ответное письмо, которые призвали правительство решительно осудить репрессивную политику Китая в Восточном Туркестане, подать иск в Международный уголовный суд и привлечь коммунистическую партию к ответственности за преступления против человечества. Обращение к президенту подписали более 30 депутатов во главе с Ариэлем Таши. Содержание письма и ответ Макрона были обнародованы. Репрессии Китая в отношении уйгуров в Восточном Туркестане недопустимы, цитирует Макрона официальное информационное агентство Франции. Макрон дал понять, что репрессии уйгуров, казахов и других мусульман, массовые задержания, пытки в концентрационных лагерях, принудительные аборты, стерилизация населения, уничтожение культурного наследия уйгуров, религиозных объектов и тотальный контроль недопустимы. Он подчеркнул, что действия китайских властей нарушают международные конвенции и противоречат моральным принципам человечества. Макрон пообещал, что Франция и дальше будет следить за ситуацией уйгурского региона и принимать соответствующие меры. Он сказал, что приложит усилия для поднятия уйгурского вопроса в ООН и других международных платформах. Месяц назад министр иностранных дел Франции подчеркнул необходимость расследования текущей ситуации Восточного Туркестана и отправки в регион международной независимой следственной группы. Стихийные бедствия в Китае могут привести к продовольственному кризису.
Китай, который значительно пострадал от пандемии коронавируса и паводков, столкнулся с новой проблемой. Южные провинции страны пострадали от пустынной и бамбуковой саранчи. Цитируя сельских жителей, пострадавших от стихийных бедствий, иностранные СМИ сообщили, что ситуация оказалась намного сложнее, чем ожидалось. По словам специалистов, нашествие саранчи приведет к снижению производства и нехватке продовольствия в некоторых районах. Пустынная саранча мигрировала из Африки на юг Китая и другие регионы Азии. Стаи бамбуковой саранчи, съедающих всю растительность, переместились из Лаоса на юго-западную границу Китая. Это стало самым большим стихийным бедствием для провинции Юнань за последние несколько десятилетий. На одном стебле кукурузы и других злаков можно было насчитать от 30 до 40 насекомых. По сообщениям китайских СМИ, высота полета желтой бамбуковой саранчи составляет 200 метров и может увеличиться в 3 раза благодаря воздушному потоку. Стаи саранчи мигрируют с большой скоростью и напоминают черное облако. Власти и фермеры горной провинции Юнань оказались бессильными перед насекомыми. Ранее информационное агентство Reuters сообщало, что в этом году дефицит кукурузы в Китае может достичь 30 миллионов тонн. Это около 10% от общего объема кукурузы, производимой в Китае. Согласно статистике, этим летом закупки пшеницы в Хэбэе и Цзянсу упали на 30%. В связи с постоянным дефицитом свинины в Китае, вызванным африканским свиным гриппом, а также приостановкой и реорганизацией международной цепочки поставок после пандемии китайского вируса, вызвала обеспокоенность мира по поводу серьезного продовольственного кризиса в Китае. TikTok и WeChat угрожают свободе слова и потоку международной информации. Перед вступлением в силу приказа о запрете зарубежных версий TikTok и WeChat, подписанных Дональдом Трампом, крупнейший аналитический центр Австралии опубликовал специальный отчет. Международные версии TikTok и WeChat бросают вызов свободе слова во всем мире. На этих платформах запрещены демократия и другие вопросы, открыто обсуждаемые на Западе. По данным немецких СМИ, поисковик TikTok не выдает контент и видео на тему «Свободный Восточный Туркестан», «Уйгуры» и «Культурный геноцид». Владельцы компании связывают это с технической ошибкой. По данным экспертов Австралийского института стратегической политики, только 5,6% из 444 видеороликов на платформе TikTok были посвящены критике в адрес Пекина. Только в одном из первых 20 видеороликов присутствует комментарий о репрессивной политике Китая в отношении жителей Восточного Туркестана. Платформа оснащена искусственным интеллектом, который решает, какой контент предоставлять пользователям, разбивает по категориям деликатные темы, блокирует контент, посвященный террористическим организациям, рекламе наркотиков, непристойности, а также ссылки на темы, которые запрещены в Китае. При поиске запрещенных видео платформа выдает страницу 404. В отчете также отмечается, что наиболее часто обсуждаемыми темами стали свобода вероисповедания, геноцид уйгуров и других мусульман, а также проверка 3 статей по уйгурской проблеме, опубликованных на WeChat-аккаунте посольства США в Китае. Приказ правительства США о запрете зарубежных версий TikTok и WeChat вступит в силу 15 сентября. Вооруженный конфликт на индокитайской границе. 7 сентября в регионе пограничного конфликта между Индией и Китаем произошла перестрелка между военными двух стран. Источники в правительстве Индии подтвердили, что выстрелы были произведены вдоль так называемой линии фактического контроля впервые за последние 45 лет. Вместе с тем отмечается, что ситуацию, по данным на вечер понедельника, удалось взять под контроль. Об этом сообщает издание New Delhi India. Министерство обороны Китая выступило с заявлением, в котором говорилось о случае перестрелки между индийскими войсками и Народно-освободительной армией Китая. Индийская армия снова незаконно пересекла линию фактического контроля в горах Шэмпао у южного берега озера Пангонгцо, заявил представитель западного командования Народно-освободительной армии Китая полковник Джан Шуили. Ссылаясь на инцидент, источник в индийской армии сообщил, что были произведены предупредительные выстрелы. Индийская армия подчеркнула свою готовность защитить суверенитет страны любой ценой. Военные эксперты двух стран заявили, что серия инцидентов, произошедших за последние несколько месяцев, показала, что ситуация на границе непредсказуема. Обе стороны принимают ошибочные решения, что приводит к развязыванию конфликта между соседями. Информации о жертвах пока не поступало. Отношения Дели с Пекином становятся все более напряженными.